Вишенька. Вспомни, Владимир, все, что связано у тебя с этим маленьким деревцем. Вспомни, начиная с момента соприкосновения с ним. Попробую, если ты считаешь это важным. Да, это важно. Я ехал на машине, не помню куда. Остановился около центрального рынка. Попросил водителя сходить купить фруктов. Сам сидел и смотрел, как выходящие с рынка люди тащат разные саженцы. Ты смотрел на них и удивлялся. Чему? Представляешь, лицо у них радостное, довольное. На улице дождь и холод. Они тащат какие-то саженцы. Корни тряпками обмотаны. Тяжело им, а лица довольные. А я сижу в теплом салоне машины, и мне грустно. Когда водитель вернулся, я пошел на рынок. Ходил среди продающих и купил 3 маленьких саженца вишни. Когда в багажник машины их бросал, водитель сказал, что одна вишенка не выживет, так как корешки у нее очень коротко обрезаны, и лучше ее сразу выбросить, но я оставил. Она была самая стройная. Потом на огороде своего загородного дома посадил их сам. Для вишенки с коротко обрезанными корешками чернозему в ямку побольше бросил, крошки торфяной, еще чего-то из удобрений. Пытаясь помочь ей, ты сжег удобрениями еще 2 маленьких корешка вишенки. Но она выжила весной, когда стали набухать почки на деревьях, и у нее веточки ожили. Листочки появились маленькие. Потом я уехал в свою коммерческую экспедицию. Но перед этим ты каждый день в течение более 2 месяцев приезжал в загородный дом и первым делом подходил к маленькой вишенке. Иногда гладил ее веточки, радовался листочкам, поливал, вбил колышек в землю и привязал ее ствол, чтобы ветер его не сломал. Скажи, Владимир, как ты считаешь, реагируют растения на отношение человека к ним? Чувствуют доброе отношение или злое? Слышал или читал где-то, будто бы комнатные растения, цветы реагируют. Даже завянуть могут, когда ухаживающий за ними уезжает. Про опыты ученых слышал. Датчики приборов к разным растениям подключали. И стрелки приборов отклонялись, когда к ним человек с агрессией подходил в одну сторону, а когда подходил с добром – в другую. Значит, Владимир, тебе известно, что растения реагируют на проявление чувств человеческих и, как задумано великим Творцом, стремятся сделать все для жизнеобеспечения человека, принести плоды или своими красивыми цветами стремятся вызвать в человеке положительные эмоции, воздух для дыхания сбалансировать. Но есть еще одно, не менее важное их предназначение. Те растения, с которыми конкретно человек входит в непосредственный контакт, формируют для него пространство истинной любви, той любви, без которой жизнь на земле невозможна. Многие дачники стремятся к своим участкам, потому что там для них сформировано это пространство. И маленькая сибирская вишенка, которую ты посадил, за которой сам ухаживал, тоже стремилась сделать то,
что делают, выполняя свое предназначение, все растения. Растения могут сформировать для человека значимое пространство любви, если их много, если они разные, и человек общается с ними, прикасается к ним с любовью. Все вместе они могут создать для человека значимое пространство любви, благодатно влияющее на душу и исцеляющее плоть. Понимаешь, Владимир, все вместе, когда их много, но ты ухаживал только за одним растением. И тогда маленькая сибирская вишенка стала стремиться одна сделать то, что могут сделать только разные растения вместе. Ее стремления были вызваны твоим необычным отношением к ней. Ты интуитивно понимал, среди твоего окружения только одно. Это маленькое деревце ничего не просит от тебя, не лицемерит, стремится только отдать. Потому и приходил ты уставший после бурного дня к вишеньке, стоял и смотрел на нее, и она старалась. До появления первого рассветного лучика солнышка ее листочки старались уловить его отражение в просветляющемся небе. А когда заходило солнышко, она пыталась воспользоваться светом яркой звезды, и у нее чуть-чуть получилось. Ее корешки, обогнув обжигающие удобрения, сумели взять нужное от земли. И струился по жилкам вишенки сок земли чуть быстрее обычного. Однажды, придя, ты увидел на тонких веточках маленькие цветы. На других саженцах не было цветов. Она расцвела, ты обрадовался, у тебя поднялось настроение. И тогда вспомни, что ты сделал, Владимир, увидев ее цветы. Я действительно обрадовался. Почему-то настроение поднялось, и я погладил руками ее веточки. Ты ласково гладил ее веточки и сказал: «Надо же, красавица моя, расцвела». Деревья, Владимир, приносят плоды, но еще они формируют пространство любви. Вишенька очень хотела, чтобы и у тебя оно было, но где еще вишеньки взять было силы, чтобы вернуть человеку полученное от него? Она уже дала все, что было в ее силах, но получила еще необычное, ласковое к себе отношение. И тогда она захотела сделать большее одна. Ты уехал в свою длительную экспедицию. Когда вернулся, то сразу пошел к своей вишеньке. Шел и ел купленные на рынке вишни. Когда подошел к ней, увидел, на твоей вишеньке тоже висят 3 красные ягодки. Ты стоял перед ней уставший, ел купленные на рынке вишни и выплевывал косточки. Потом сорвал одну ягодку со своей вишеньки, попробовал ее. Она была чуть кислее рыночных, и 2 оставшиеся ты не тронул. Я наелся других вишень, а ее ягодка действительно была кислее. О, если б ты знал, Владимир, сколько в тех маленьких ягодках содержалось полезного для тебя, сколько энергии
и любви. Из недр земли и вселенских просторов собрала она для тебя все полезное и вложила в эти 3 ягодки. Она даже одну свою веточку засушила, чтобы сумели вызреть эти 3 ягодки. Одну ты попробовал, 2 оставшиеся не трону. Так я же не знал, но все равно мне было приятно, что она смогла принести плоды. Да, тебе было приятно, и тогда ты помнишь, что ты сделал в тот раз? Я снова погладил веточки вишенки. И не только погладил, ты еще наклонился и поцеловал листочек, лежащий на твоей ладони веточки. Да, поцеловал, потому что настроение было хорошее. И с вишенкой произошло невероятное. Что еще могла она сделать для тебя, если ты не взял с такой любовью выращенные плоды? Что? Затрепетала она от поцелуя человека, и взлетели в светлое пространство Вселенной, присущее только человеку, но произведенная маленькой сибирской вишенкой мысль и чувство отдать человеку полученное от него. Подарить человеку свой поцелуй любви, обогреть его светлыми чувствами любви. Вопреки законам всем, мысль металась по вселенной и не находила воплощения. Осознание невозможности воплощения – это смерть. Светлые силы возвращали вишенке произведенную ею мысль, чтобы она могла уничтожить ее в себе и не погибнуть, но она не забирала. Пылкое желание маленькой сибирской вишенки оставалось неизменным, необыкновенно чистым и трепетным. Светлые силы не знали, что делать. Великий Творец не менял установленные законы гармонии, но вишенка не погибла. Потому не погибла, что ее мысль и стремления, чувства были необычно чисты, а по законам мироздания чистую любовь ничто уничтожить не может. И витала она над тобой, и металась, стремясь найти воплощение. Одна во всей вселенной стремилась создать для тебя пространство любви. Я пришла на ваш теплоход, чтобы хоть как-то попробовать помочь и воплотить желаемой вишенкой, еще не зная, кому адресовано оно. Значит, твое отношение ко мне возникло из-за желания помочь вишеньке? Мое отношение к тебе, Владимир, это только мое отношение. Трудно сказать, кто кому помогает, вишенька мне или я вишеньке. Все во Вселенной взаимосвязано. Воспринимать действительность нужно только с собой. Но сейчас позволь, я воплощу в реальность желаемое вишенькой. Можно? Я поцелую тебя за нее. Конечно, можно, раз так надо. Я и ягодки ее, когда вернусь, все съем. Анастасия закрыла глаза, руки свои прижала к груди и тихо прошептала: «Вишенька, ты почувствуй, я знаю, ты сможешь почувствовать. Я сейчас сделаю то,
что хотела ты, это будет твой поцелуй, вишенька. Потом Анастасия быстро положила руки на мои плечи, не открывая глаз, приблизилась, прикоснулась губами к щеке и замерла. Странный поцелуй, простое прикосновение губ, но он отличался от всех известных мне ранее. Он вызвал неведомое ранее, необыкновенно приятное ощущение. Наверное, не техника движения губ, языка или тела важна при этом. Наверное, главное то, что внутри человека сокрыто и проявляется при поцелуе. Но что же скрывается внутри у этой таежной отшельницы? Откуда у нее столько знаний, необычных способностей и чувств? Или, может быть, все, что она говорит, лишь плод ее воображения? Но откуда тогда берутся необыкновенно благостные, чарующие и согревающие все внутри меня ощущения? Может быть, совместными усилиями удастся раскрыть тайну с помощью следующей ситуации, свидетелем которой мне довелось быть. Кто виноват? Однажды, когда Анастасия пыталась мне что-то пояснить об образе жизни и вере, но не находила подходящих, понятных слов, а ей, вероятно, очень хотелось найти их, произошло следующее. Она привела меня к звенящему кедру, и я увидел, что от его крона, слегка светящийся вверх, отходил маленький лучик. Анастасия быстро повернулась лицом к звенящему кедру, положила ладони на его ствол, и далее с ней стало происходить непонятное. Она, подняв голову вверх, обращаясь то ли к кедру, то ли к кому-то высоко вверху, стала вдруг страстно и самозабвенно говорить то словами, то звуками. Она что-то пыталась объяснять, доказывать, умоляла о чем-то. Время от времени в ее монолог вплетались настойчиво требовательные нотки, усилилось потрескивание, звон кедра, ярче и толще стал его луч. И тогда Анастасия требовательно произнесла: «Ответь мне, ответь, поясни, дай мне его, дай!» При этом она тряхнула головой и даже топнула босой ногой. Бледное свечение крона звенящего кедра устремилось к лучу, и луч, вдруг оторвавшись от кедра, улетел вверх или растворился. Но тут же появился другой луч, шедший сверху к кедру. Он состоял словно из голубоватого тумана или облака. Направленные вниз кончики иголочек кедра засветились такими же облачными, едва заметными лучиками, и эти лучики стремились к Анастасии, но не касались ее. Они, словно исчезая, растворялись в воздухе. И когда она снова требовательно топнула ногой и даже хлопнула ладошками по огромному стволу звенящего кедра, зашевелились светящиеся иголочки, слились их лучики в единый облачный луч. Но и он, идущий вниз к Анастасии, не касался ее. Луч растворялся в воздухе, словно
испаряясь, сначала примерно в метре от Анастасии, потом в полуметре. Я с ужасом вспомнил, что, наверное, именно от такого луча погибли ее родители. Анастасия продолжала упрямо о чем-то упрашивать, требовать. Так избалованный ребенок настойчиво просит у родителей требуемое ему. И вдруг луч рванулся к ней и осветил ее всю, словно фотовспышкой, и растворился. Погасли лучики, исходящие от иголочек. Таяло облачко вокруг Анастасии. Оно то ли входило в нее, то ли растворялось в пространстве. Она, сияющая и со счастливой улыбкой, повернулась, сделала шаг в мою сторону и остановилась, устремив взгляд мимо меня. Я повернулся. На поляну выходили дедушка и прадедушка Анастасии. Медленно ступая, опираясь на палку, похожую на посох, высокий седой прадед, шедший чуть впереди дедушки, поравнявшись со мной, остановился, посмотрел на меня словно в пространство. Я даже не понял, видит он меня или нет. Прадед стоял молча. Потом он слегка поклонился, не поздоровался при этом и не сказал ни слова. Направился к Анастасии. Дедушка, суетливый, но очень простой, весь его вид говорил, что он веселый и добрый человек. Поравнявшись со мной, дедушка сразу остановился, по-простому поздоровался за руку, стал что-то говорить, но ничего из сказанного им тогда не запомнилось. Почему-то и он, и я стали с волнением смотреть на происходящее под кедром. Прадед остановился примерно в метре от Анастасии. Они некоторое время молча смотрели друг на друга. Анастасия стояла перед седым старцем, опустив руки по швам, словно школьница или абитуриентка перед строгим экзаменатором. Она была похожа на провинившегося ребенка и чувствовалась, волновалась. В наступившей напряженной тишине раздался глубокий, бархатный, щеткий голос седого прадеда. Он не поздоровался и с Анастасией, а сразу медленно и четко, произнося слова, строго спросил: «Кто может, минуя дарованный свет и ритм, обращаться прямо к нему?» Любой человек может обращаться к нему. Изначально он с большой радостью и сам говорил с человеком. И сейчас он хочет этого, быстро ответила Анастасия. Все пути им предначертаны. Многие на земле живущие способны познать их. Ты способна видеть эти пути? Да, я видела предначертанное людям, видела зависимость будущей событийности от осознанности сегодня живущих. Его сыновья, их просветленные последователи, познавшие дух его, достаточно сделали в уразумлении воплоти живущих. Они все делали и делают, не щадя живота своего, несли и несут истину. Видящий может усомниться в разуме, доброте и величии,
духа его. Ему нет равных, он один, но он хочет общаться, хочет, чтобы его понимали, любили, как любит он. Допустимо ли дерзить и требовать при общении с ним? Он дал частичку своего духа и разума каждому живущему на земле, и если маленькая частичка в человеке, его частичка, не согласна с общепринятым, значит, именно он, не все приемлет в предначертанном. Он размышляет. Можно ли его размышление назвать дерзостью? Кому позволено ускорять ход размышлений его? Позволять может только позволяющий. С чего просишь ты? Как вразумить неразумеющих, дать почувствовать нечувствующим? Определена ли участь невоспринимающих истину? Участь невоспринимающих истину определена, но на ком ответственность за невосприятие истины? На невоспринявшем или на доносившем ее? Что значит «ты»? Взволнованно произнес прадед и замолчал. Некоторое время он молча смотрел на Анастасию. Потом, опираясь на палку посох, прадед медленно опустился на одно колено, взял руку Анастасии, наклонив седую голову, поцеловал ее и произнес: «Здравствуй, Анастасия». Анастасия быстро опустилась перед прадедом на колени, удивленно и взволнованно заговорила: «Что ты, дедулечка, что ты, как с маленькой? Я же уже большая». Потом она обняла его за плечи, припала головой к его груди, закрытой седой бородой, и замерла. Я знал, она слушает, как бьется его сердце. Она с детства любила слушать биение сердца. Седой старец, стоя на колене, одной рукой опирался на палку посох, другой гладил золотистые волосы Анастасии. Дедушка заволновался, засуетился, подбежал к стоявшим на коленях своему отцу и внучке, засеменил вокруг них, развел руками, потом вдруг и сам опустился на колени, обнял их. Первым поднялся дедушка, помог встать своему отцу. Прадед еще раз внимательно посмотрел на Анастасию, медленно повернулся и стал удаляться. Дедушка быстро заговорил, непонятно к кому обращаясь, и все равно балуют все ее, и он ее балует. Ишь, куда забралась, нос свой сует, куда захочет, воспитывать некому ее. Кто дачникам помогать теперь будет, кто? Прадед остановился, медленно повернулся и снова глубоким бархатным голосом четко произнес: «Делай, внученька, как сердце велит тебе и душа. С дачниками твоими сам тебе помогу». Повернувшись, величественный седой старец медленно пошел с поляны. «Я же говорю, что все ее балуют», — снова заговорил дедушка. Поднял прутик и со словами: «А вот я сейчас повоспитываю», засеменил к Анастасии, помахивая прутиком. «Ой, ой!» — сплеснула руками Анастасия, изображая испуг. Потом засмеялась и отбежала в сторону от приближающегося дедушки.
Она еще убегать вздумала, да чтоб я не догнал. И он необычно быстро и легко побежал к Анастасии. Она со смехом убегала, петляя по поляне. Дедушка не отставал, но и догнать не мог. Вдруг дедушка охнул и присел, схватившись за ногу. Анастасия быстро повернулась, на лице ее было волнение. Она подбежала к дедушке, протянула к нему руки, да так и замерла. Ее раскатистый заразительный смех заполнил поляну. Я внимательно присмотрелся к позе дедушки и понял причину ее веселья. Дедушка, присев на одной ноге, вторую вытянул перед собой и держал ее на весу, не касаясь земли, а гладил, словно поврежденную, именно ту ногу, на которой сидел. Он перехитрил Анастасию, но не обманул ее. Как потом выяснилось, она должна была вовремя заметить несоответствие, комичность его позы. Пока Анастасия смеялась, дедушка успел схватить ее за руку и, подняв свой прутик, слегка стеганул Анастасию. Как ребенка, Анастасия сквозь смех попыталась изобразить, что ей больно, несмотря на непрекращающийся сдерживаемый смех. Дедушка обнял ее за плечи и сказал: «Ладно уж, не плачь. Получила? По делам. Теперь слушаться будешь. А то я вот орла старого тренировать начал. Он хоть и старый, но силу еще имеет и помнит многое, а она лезет везде, безрассудная». Анастасия перестала смеяться, внимательно посмотрела на дедушку и воскликнула: «Дедулечка, миленький мой, дедулечка, орла, значит, ты уже знаешь о ребеночке? Так ведь звезда». Анастасия не дала дедушке договорить. Она обхватила его за талию, приподняла от земли и закружила. Когда поставила снова на землю, дедушка пошатнулся и сказал, пытаясь быть строгим: «Ты как со старшими обращаешься? Я же говорю, воспитание слабое». И он, помахивая прутиком, быстро пошел догонять своего отца. Когда дедушка поравнялся с деревьями на краю поляны, Анастасия крикнула ему вослед: «Спасибо тебе, дедулечка, за орла, спасибо!» Дедушка повернулся, посмотрел на нее. «Только ты, внученька, будь, пожалуйста». Голос его был слишком ласковым, и он, прервав фразу, чуть строже добавил: «Смотри у меня!» и скрылся за деревьями. Благостных, волшебных, чудесных снов, родной. Ты мой родной, полынком семи, волшебных снов. Сын мой, сын мой, сын мой, ты со мной. Сын мой, сын мой, сын мой, ты со мной. Благодарю за этот чудесный денечек.